Зиро Шумаз. Здравствуйте, уважаемые зрители. Апснахабар продолжает работу. Рад приветствовать сегодняшних участников беседы. Тенгиз Джопуа, Астамур Ахба, Ахрарста, Ливан Мика. Общественная палата у нас по левую руку от меня, общественные деятели по правую руку. Сегодня мы будем говорить о туризме. Туризм как двигатель и как вызов. Постараемся остановиться на мировом опыте, какие страны с какими проблемами сталкивались, какие успешные примеры есть и куда двигаться Абхазии. Думаю, что никто не будет отрицать, что туризм является локомотивом для нашей экономики. И такая очень важная сфера, поэтому мы вступаем в лето, ждем туристов. Большинство из них, конечно, из Российской Федерации. И помимо туристов к нам еще приходит и российский бизнес тоже. Не узкороссийский, а бизнес, который представлен в разных странах. И вот в таком контексте мы сегодня будем обсуждать эту тему. Я по традиции сразу передам слово гостю, который реже бывает в нашей студии. Астамур, у тебя опыт работы и в государственных органах, и частный опыт есть. И до эфира мы говорили, живо говорили о так называемом демпинге. Поэтому, если можно, начнем с этой темы, потому что часто обсуждается, так ли это на самом деле, или есть другие какие-то нюансы, которые обычные зрители или даже мы не знаем, не понимаем. Поэтому, Астамур, добро пожаловать в нашу студию. Бзилова обед шазнак. Ну и я хочу напомнить, что подписываемся на Апснахабар. У нас беседа, где каждый может прерывать с уважением, вступать в дискуссию, если будет такая необходимость. Поэтому начинаем нашу беседу. Надеюсь на очень интересный эфир. По туризму здесь многие задействованы, не только я. Сейчас спасибо, что передаете первое слово мне, но вы начали с того, что мировой опыт, да, как сегодня. Да, мы осваиваем в основном те площадки, которые были освоены во времена царской России, после царской России. То есть, если мы говорим о туризме, после царской России, после установления советской власти, в основном, вы знаете, да, в 30-е, 40-е годы были тоже построены ряд объектов, но основное развитие пришлось в 60-е, 80-е годы. Ну, потому что уже после развала Советского Союза. Но многие сегодня наши сограждане или участники также ссылаются на те или иные данные или цифры. Конечно, на мой взгляд, это надо понимать, и, конечно, эти времена надо вспоминать по другим направлениям, как рекреационные зоны осваивали и насколько туристические потоки тогда контролировали и регулировали. Но тогда мы с вами представляли одну большую страну. Но сегодня у нас маленькая страна, которая сама регулирует и восстанавливает ту политику развития туризма, так скажем. В основном эта политика тоже происходит за счет участников рынка. И мы все должны понимать, что сегодня турист сам уже, исходя из своего бюджета, он выбирает тот или иной объект или место, где он хочет отдохнуть. Конечно, когда мы ссылаемся на цифры Советского Союза, мы понимаем, что у нас более 140 объектов размещения было. И в среднем на один объект приходилось тогда, если брать там, от 200 до 300 номеров, даже может меньше, потому что 40 тысяч койко-мест тогда говорили. Но сегодня тоже уже надо от понятия такие койко-места надо уходить. Сегодня мы должны в основном говорить номерной фонд. Если мы говорим о номерном фонде, мы должны понимать, какие категории номера нужны, актуальны на рынке и какие отели должны быть построены. Но в советское время также Абхазия позиционировала как здравница. То есть имеется в виду, здесь ряд санаторно-курортных услуг оказывали. Сегодня я смело на эту аудиторию
озвучу, что даже заявленные объекты, так называемые санаторные курортные объекты, не оказывают те или иные санаторные услуги, которые должны быть. К сожалению, есть объективные, субъективные причины, потому что этот спектр вообще выпал в Абхазии. Надо понимать, что чтобы эти услуги вновь возвращать, это долгое время и связано с тем, что подготовка кадров или привлечение тех или иных специалистов, которые находятся в других странах, также в Российской Федерации. Но если мы будем брать Российскую Федерацию, в основном это Крым, Северо-Кавказский регион, занимается санаторно-курортными услугами. Ну, в Сочи тоже есть, но не столько много объектов. Специфика работы совершенно другая. И согласно строительству этих санаторно-курортных объектов, как раз СНИПы, все вот эти разграничения территории, они как раз загоняют ту или иную зону или кластер, будем говорить, чтобы особо не расширять, чтобы рекреационную нагрузку не увеличивать. А так, если говорить о количестве сегодня имеющихся коллективных средств размещения в Абхазии, есть которые на самом деле смело на 3 и на плюс 4 звезды можно отнести. Это имеется в виду инфраструктура отеля, самого отеля. Но помимо этого, чтобы еще, вот очень много сейчас в последнее время говорят в обращениях о классификаторах гостиничных комплексов. Это классификаторы, и речь имеется в виду о звездности. В основном это делается для потребителя. Это основную задачу выполняет для потребителя. И, во-первых, когда мы говорим о классификации объекта размещения, также подразумевается, какие специалисты должны работать в этой гостинице. Знания, навыки, какие должны они знать. Ну, вкратце об этом. А если мы говорим о мировом опыте, то каждая страна, прежде чем какой-то кластер развивать или рекреационную зону определяет, то есть в этом направлении, когда они выходят, они всегда изучают, сколько граждан готовы работать, созидать в гостиничной сфере, и сколько специалистов страна имеет. Если даже привлекая инвесторов, вы должны понимать, каких специалистов должны приглашать. Мы должны понимать, что когда приглашаем инвестора, тоже инвестору тоже интересны трудовые и квалифицированные кадры в том или ином районе или в регионе находятся, потому что также инвестору завтра будет интересно привлекать местных граждан, если они имеют навыки и знания. Здесь параллельно надо говорить о системе образования согласно международным стандартам, профессиональным стандартам, которые должны разрабатываться и в котором направлении мы должны двигаться. Ну, в процессе, я думаю, что еще мы будем обсуждать, говорить о касаемо по демпингу. Да, демпинга. Ну, сегодня тоже, когда мы говорим о демпинге, многие в споре начинают, и многие думают, что я лично за себя говорю, когда какие-то доводы начинаю приводить, они думают, что я чьи-то интересы представляю. Абсолютно я ничьи интересы не представляю, кроме интереса абхазского народа и абхазского государства. Но так огульно обвинять участников рынка тоже неправильно. Сегодня те ательеры, которые зачастую обвиняют братьев сеченаовцев, я не в защиту их сейчас, они обычные ательеры, которые сегодня взяли такие депрессивные, то есть рентабельные объекты, которые долгое время находились на балансе Республики Абхазия. Они выступили в качестве инвестора, привлекли инвестиции, ряд объектов восстановили и дали импульс развития гостиничного сектора в Республике Абхазия. Но они, когда пришли на рынок, уже механизмы, которые ранее другими участниками, которые были созданы, они с этими механизмами столкнулись. Потому что после развала Советского Союза, ну, вы понимаете, в советское время основным поставщиком туристов являлся или организация «Интурист», или профсоюзная организация. Да. А после, вы понимаете, мы были с вами в закрытой зоне. Мы с вами так свободно не могли пересекать российскую абхазскую границу. С логистикой у нас были проблемы, с информационным
подачей информации тоже были сложности. То есть, вы понимаете, очень дорого обходилась Республика Абхазия информировать о достопримечательностях или информационно сопровождать по федеральным каналам. Ну, знаете, также сегодня мы с вами пользуемся интернетом, практически этого не было. И тогда вот в качестве туроператоров выступили наши соотечественники. Это Мария Соновна Гицба, Мадина Владиславовна Арзенба и Елена Родионовна Лова. Вот они в основном выступали и 90-е, ну, практически до 2000-х годов, можно сказать, в основном они были. Потом, конечно, их коллеги, партнеры, которые также с ними сотрудничали, приходят на абхазский рынок. Ну, понимаете, с 2015 или 2014 года, можете ошибаться, буду, здесь пришли такие крупные туроператоры, как Библиоглобус, Пегас Туристик, Интурист, там. И они начали задавать новые такие тренды, тоны задавать начали, которые, конечно, это другие условия, другие ресурсы. Но в основном сегодня под жесткое квотирование дают некоторые ательеры, то есть объекты. Но многие считают, что на абхазском рынке, что ательеры снижают цену. Абсолютно ательеры ничего не снижают. Ательер продает свои услуги туроператору. А туроператор уже использует ряд маркетинговых каналов, которые есть для того, чтобы максимально смог привлечь аудиторию и максимально смог продвинуть те или иные объекты, которые он взял как под жесткую квоту, чтобы максимально также извлечь прибыль. Конечно, вы можете задать вопрос, а как за счет 600 рублей, 500 рублей или там 300 рублей, некоторые даже 300 рублей озвучивают, здесь слышим. На самом-то деле это делается в межсезонье, такие месяца, как апрель, май, да. ну, еще июнь. Но во все времена года июнь такой у нас слабый летний месяц. Это стартовый месяц, можно сказать, в сфере гостеприимства для Республики Абхазия последние 10-15 лет, если даже 20 лет, если мы будем брать. Но несмотря на это, на мой взгляд, для чего это все делается? Для того, чтобы на российском рынке сегодня даже тем же туроператорам невыгодно чартеры организовывать. То есть они начинают пользоваться регулярными рейсами. То есть они полетные программы, когда формируют, то есть в российском законодательстве есть понятие формирования турпродукта. Турпродукт состоит из двух основных услуг. Это перевозка и размещение. То есть турпродукт, когда формируется, две эти услуги должны быть за одну цену реализовываться. Есть понятие еще в России по выездному туризму. Вот как раз туроператоры, кто по выездному туризму работает, они в реестре по выездному туризму находятся. То есть они для того, чтобы в этот реестр попасть, должны фингарантия получать, и на основании этого они в реестр попадают. Помимо этого еще от туристских потоков они должны отчислять в турпомощь, какие-то отчисления там они делают. Ну, все эти механизмы, которые можно изучить в открытом доступе, вот в том числе такой туроператор, как Библиоглобус. Ну, здесь известный. Да, известный, в абхазском рынке уже более 10 лет находится, можно сказать. И вот они как раз, их и обвиняют, что сегодня они как раз один из тех, кто демпингует, но для разъяснения, демпинг происходит не на территории Республики Абхазия. Демпинг происходит на территории Российской Федерации. То есть между туроператорами. Это проблема между туроператорами, между поставщиками. Конечно, какая-то аудитория к ним может обращаться для того, чтобы размещаться в тех или иных объектах, где они сегодня имеют договора с определенными коллективными средствами размещениями. Но в процентном соотношении же это небольшое количество, если брать. Ну, скажем, если у нас сегодня там цифры разные, кто-то озвучивает, что у нас более 50 тысяч койко-мест, хотя о номерах тоже трудно пока говорить, и порядка, по-моему, 6 или 7 тысяч, по-моему, они сегодня имеют как общую квоту от этого всего туристического потока.
На мой взгляд, это все делается... Около для того, что- 6-7? Да, до 6-7 тысяч койко-места. То есть по их отелям, с которыми они с выкупили, да? которыми они сотрудничают. Но это мировая практика тоже, понимаете. Сейчас просто хочу тоже вам сказать, вот если брать Республику Турцию, то для того, чтобы Турция могла максимально заполнять свои отели, у них даже есть понятие субсидирования. То есть они даже для туроператорам определенные ресурсы дают там, по авиаперелетам. Эта страна себе может позволить. Да, у нас сегодня аэропорт открылся, да, частично уже там какие-то железнодорожные пути. То есть это все имеется в виду со стороны Российской Федерации. Но с других-то стран к нам никто не прилетает, никто не приезжает на поезде. Единственный поставщик, то сегодня это Российская Федерация и российские участники, которые сегодня формируют турпродукт, или люди, которые приезжают. Это касаемо туроператорской деятельности. Помимо туроператоров есть такие отельные агрегаторы, как ну, вы помните, да, был Booking, там Booking сегодня закрыт для Российской Федерации, они закрыли даже наше направление, то есть не продают наши отели сегодня. Но вместо этого букинга сегодня есть островок, Суточно.ру, Там Booking для всей России, по-моему, закрыт. Да, для всей России закрыт, и они не могут. Даже если какое-то время, даже позапрошлом году, граждане Российской Федерации, они могли через Booking приобретать наши отели. Но Да, с прошлого года эти отели даже не могут, уже не видят, даже в виде рекламы они как-то, насколько знаю, закрыты. Ну, да, помимо них появились другие участники. Даже Яндекс Путешествия сегодня занимается бронированием, Озон, там вот это, Валберс, там, они все тоже постепенно создают. Ну и, конечно же, прямые сайты. Почему демпинг происходит, если так говорить, я имею в виду со стороны туроператора, почему так происходит? Конечно, здесь мы чуть-чуть допускаем ошибку при заключении договора с туроператорами или ательеры, которые, да, ательер, когда заключает договор с туроператором или с агрегатором, ательер, если заинтересован продавать свои номера и максимально получить прибыль, и эту прибыль направить, если он хочет, на развитие, на инфраструктуру, конечно, он здесь уже при заключении договора он будет говорить о цене паритета. То есть, что он заключил, там, допустим, с туроператором договор, но это ательер, который, допустим, сейчас на примере, если у ательера, допустим, 100 номеров, а туроператору он дал 30 или 40 номеров. Агрегатору там дал тоже где-то 20-25 номеров. А остатки, вот эти номера, он продает через свои каналы продаж. Ну, у него есть свой отдел маркетинга, отдел продажи, он занимается своими каналами продажи. То тогда здесь он уже будет говорить, что тому же туроператору или агрегатору, что ниже цены моей ты продать не можешь. И вот здесь уже закон о паритете цены должно быть. Вот этот закон сегодня абхазское государство должно разрабатывать. Даже если туроператоры сегодня берут 100% квоту, но я думаю, что рано или поздно ательеры дойдут, поймут, что когда-то надо самим заняться и самим регулировать процессы, каналы продажи, использовать те ресурсы, которые ранее у нас не были, сейчас то, что у нас появилось. Но в частности, в интернете. Да, но сегодня это не делается в связи с тем, что нету поддержки малого или крупного бизнеса, там, то, о чем мы говорим, какие-то, да, там, льготы, там, мы всегда, недавно мы с вами, да, бурно обсуждали соглашения, там, понятно, но мы очередной раз хотели предоставить кому условия крупным мы хотели предоставить. Но в данной ситуации, да, в данной ситуации пострадали же от деятельности крупного туроператора не крупные ательеры, которые там имеют, допустим, уже которые вложили, да, вот эти братья с Чинава, которых обсуждает вся Абхазия практически. Но не у них же проблема, а проблемы возникают у других отелей, которые там номерной фонд не превышает там 30 номеров, так скажем, да. Им тоже нужно где-то бассейн пристроить, где-то там еще какую-то детскую площадку сделать, где-то там кухню обновить там или что-то другое создать. Вот здесь как раз должен быть закон о поддержке малого предпринимателя или бизнеса в этом направлении. И вот когда-то ательеры, конечно, когда поймут эти крупные, что на самом деле пора уже ограничивать в квотировании туроператора, когда Абхазия максимально будет продвигаться и будет привлекательно со стороны
с аудиторией, откуда поставляется турист, то тогда, конечно, уже вот эти механизмы понадобятся для того, чтобы правильно продавать. Такого рода проблема была на российском рынке, только ФАС не поддержал. Вот здесь ательеры выступили против. Ну, вы можете погуглить или в Яндексе где-то посмотреть. То есть помните, да, Booking выступил для того, чтобы ательеры не снижали цену. То есть ательер, он имеет право снижать цену, он непосредственно производитель этих услуг. Как хочет, так и он продает, да. знает свою себестоимость, он с какой целью снижает, там, привлекает, знаем. А так, для чего? А вот ФАС как раз сказал, что обращением ательеров это было правильно, со стороны Booking это неправильно, и запретили. Но многие-то не понимают тоже в Абхазии, я когда со многими разговариваю, здесь наоборот ательер выступать будет, говорить, что посредник его ниже продавать не может. То есть он дает условия договора как? В основном те, которые туроператоры или агрегаторы, которые приходят, они за это получают комиссию. 20% или там 15%, в зависимости, какую комиссию устанавливают. Ну, это краткосрочные вообще соглашения, которые, ну, на один курортный сезон, так скажем, летний курортный сезон. В основном туроператорам тоже интересны те месяца, которые у нас сегодня активны. Это июль, август, сентябрь. Ну, сейчас, чтобы сказать какую-то, когда они приходят, они всегда говорят, что мы готовы там ваши объекты загружать чуть ли не 365 дней. Но в отельном бизнесе такого не бывает. Там, если отель загружен более там 150 до 200 дней, то в основном 200 дней это происходит в мегаполисах, где там какие-то деловые центры, вы понимаете, да, где бутиковые там, да. Ну, для летнего курортного сезона, если будет составлять 150 дней, для нас это на самом деле большие показатели. Даже 100-120 дней, 100% загрузка, это будет эффективно для развития, для отрасли Республики Абхазия. Ну, я постарался вкратце. Очень большое тебе спасибо за такой подробный, профессиональный такой анализ. Спасибо и информацию. Сейчас позвольте передать слово Ахре Арста. Ахрам, как ты анализируешь ситуацию в туристической сфере? И еще, прежде чем передам тебе слово, хочу еще раз тебя поблагодарить за то, что ты всегда к нам приходишь и цели выбираешь для наших бесед. Спасибо. Добрый день. Я тоже хочу вас поблагодарить за то, что вы поддержали темы, касающиеся наших ценностей, наших абхазских морально-нравственных принципов. И это основа, это фундамент нашего государства. И я хочу предложить более широко подойти к вопросу туризма. Дело в том, что есть тема, например, что мы хотим обсудить, для чего Абхазии нужен туризм, под каким углом на это смотреть. Есть, например, цель заработать богатство, потом их там распределить. Или же есть другая, более главная цель для нашего народа, это сохранить нашу культуру, наш народ, наш язык, наши традиции, наши памятники архитектуры, нашу природу и наши святыни. И о том, что правильно определить цель, об этом говорили даже древние философы, такие как Аристотель. Когда у вас правильно определена цель, а наша задача сегодня номер один — это сохранить народ, сохранить нашу землю, сохранить наши морально-нравственные принципы и сохранить наши святыни. И уже для этого, да, нам нужны деньги. Как заработать эти деньги, как подходить к вопросам туризма, потому что туризм сам по себе — это не только путешествие, это огромный приток людей, иностранцев в основном. И они соприкасаются в первую очередь с нашей землей,
с нашей культурой, с нашими памятниками архитектуры. И туризм сейчас проникает везде. Если вот советский период вспомнил, в основном озеро Рица, да, как-то там было. Афон, потом. А сейчас туризм, он идет более широкими шагами, пытается проникнуть везде. И возникает вопрос, а как нам на это смотреть? Нам надо думать не о том, чтобы тут по 5 миллионов туристов было. Цель же не просто думать только о богатстве и деньгах. И на сегодняшний день государственная политика в области развития туризма, культуры, архитектуры, она должна представлять цельную программу взаимодействия и туризма, как будет взаимодействовать туризм с теми же крестьянами нашими. Вот ты же тоже пример приводил, как в Италии. Это я пример проводил Да, до начала записи. И мы должны все это. Для нас, я считаю, главное это сохранить нашу землю, раз, потому что она действительно наполнена духом. Это не просто страна души, это душа. Душа идет от Бога, она душа не возникла просто так. И если мы хотим сохранить землю, сохранить народ, сохранить все, что у нас есть, наше богатство, значит, любой подход государственный он должен включать комплекс мер. Ну вот сейчас Бадра Гумба недавно избрался, мы надеемся, что он или послание будет, да, там парламенту, какая будет политика, значит, в государстве, внутренняя, внешняя, по экономике, все. Там, я надеюсь, что мы это услышим. А то, что касается таких вопросов, как, если брать отдельно туризм, отдельно, да, вопросы, возникающие по демпингу или иные вопросы, мы все с этим же столкнулись недавно. И когда крупный капитал, он действует вот в таких малых странах, как Абхазия, как слон в посудной лавке, к сожалению. Потому что крупный капитал, за каждым крупным, например, или туроператором, или сетью ателье, или, значит, вопросы, связанные с доставкой туриста, стоит большая финансовая группа. Это или банк, или там сеть банков, которые рассматривают всю цепочку как единое целое. То есть их задача выдать кредит, например, там 5 миллиардов, и получить прибыль. И этот кредит может быть выдан там, на 5 лет, на 10 лет. Они могут, например, работать какой-то период в убыток, следующий период, значит, получить прибыль. Почему туроператоры тоже так себя ведут, такие крупные? Потому что они в качестве банка выступают для гостиниц. Конечно, да. Они наперед же эти, допустим, за услуги, наперед они получают деньги. То есть ательер получает наперед. Он уже получил, он уже заработал. А полученные деньги он не заработал, он на развитие свое пускает. Или там погашение тех или иных займов, которые ранее были взяты. Чтобы запустить отель. Запустить отель. Допустим, или на 70 или 80% объект готов, а вот 20% ресурсов не хватает. Он начинает обращаться к туроператору. А туроператор тоже же не банкир же, он что просто так деньги отдавал. Потом он какие-то условия начинает говорить. Ахра Шотович о чем говорит. На самом деле здесь и о миграционном учете надо понимать. И, да, сегодня в этой системе автоматизации нужна отельного. Даже сегодня, если будем брать если системы бронирования, все то, что мы сегодня пользуемся иностранными. Ну, касаемо национального туроператора, честно скажу, для привлечения туристов особо и не нужно, потому что мы не сможем на российском рынке содержать те или иные компании, создать, потому что там есть такая система, иерархия, туроператор, турагент. Это уже на рынке, который сформировался уже давно, и агрегаторы, которые они между собой взаимодействуют.
Но если национального туроператора создать для того, чтобы отсюда турпотоки, мы всегда говорим только о въездном туризме. Я У нас имел в есть- виду интернет, а чисто у нас есть выездной тоже. интернет-размещение. Наши граждане тоже должны посещать те или иные страны, они также должны получать информацию правильно, как в туристические формальности, которые есть. Но в основном наши граждане тоже, понимаете, по путешествию, они пересекая российско-абхазскую границу или через онлайн бронирование, бронируют те или иные туры. И мы сегодня реально не знаем, сколько наших граждан оказались в третьих или четвертых странах. Даже элементарно, даже с какой целью наши граждане посещают Российскую Федерацию, мы там видим, да, статистику там пересекло или посетило там одно время Ростуризм публиковал. Два вопроса, две темы хочу, Тенгиз, тебе передавая слово. Это, скажем так, овертуризм, то есть слишком большое количество туристов, которые территория не может, или страна, или город не может освоить. Я вот для себя здесь выписал. Например, Барселона, у них цель к 2028 году 10 тысяч квартир изъять из Airbnb, потому что Airbnb кварталами начал занимать город, и уже жителям там невозможно было находиться там и так далее. Есть пример Исландии, где туристов за 8 лет увеличилось на 400%, это после вот их извержения, и там какие-то отдельные территории сильно развивались и были перенасыщены туризмом и туристами. Перераспределили. Да, и у них такая проблема. Есть Бали, знаем, там получается крупный бизнес забрал практически все отели, все территории и так далее, и местным тяжело развиваться. Это вот первый вопрос, как бороться и стоит ли бороться, как противодействовать этому вопросу, этой теме. И второй, мне кажется, Астамур еще очень важную тему затронул, это такой, скажем так, бренд Абхазии. Какой должен быть бренд Абхазии, как Абхазия должна быть представлена в социальных медиа, в туристическом информационном поле, скажем так, да, потому что там есть, иногда задействуют блогеров, иногда очень много инструментов, то есть у нас вот, с одной стороны, как помогать нашим территориям не перезагружаться, да, и есть там определенные механизмы. А с другой стороны, как правильно преподносить Абхазию, чтобы местные могли зарабатывать. Вот такой... Ну, два таких вопроса. сложных вопроса. Я думаю, что на второй вопрос я точно лучше, наверное, Настик ответит или Иван. Да. Тогда передадим слово. Да, но вот я единственное, что хочу сказать, вот по первому вопросу, вот этот рекреационный потенциал страны, это такой же ресурс, как и любой другой ресурс, которым обладает государство. И, естественно, очень важный аспект – это рациональное использование этого ресурса. Не хищническим способом, для того, чтобы, таким образом, чтобы вот это поколение, которое сегодня существует, полностью израсходовало этот потенциал и ничего не оставило для будущих поколений. Это имеет очень важное значение. У нас был период времени, когда мы жили в замкнутом пространстве, постепенно вот, с развитием взаимоотношений с Российской Федерацией у нас вот эта взаимосвязь усиливается, и вместе с усилением этой взаимосвязи и растет туристический поток. Вообще те процессы, которые мы проходим в данный момент, и через него прошли все страны мира. И защитные механизмы не только от чрезвычайно большого количества туристов, но в том числе от недобросовестной конкуренции, которую мы наблюдаем. Кстати говоря, мы вот сейчас говорим сегодня о демпинге в сфере туризма. У нас до этого была проблема, если вы помните, с трансферами тоже, с наплывом, фактически с экспансией внутреннего рынка иностранными трансферами, которые лишили доходов очень многих абхазских предпринимателей. С этим тоже была проблема. Эта проблема, по-моему, насколько я знаю, до сих пор не решена. Вообще, с точки зрения мировой практики, демпинг, он достаточно жестко урегулирован. Есть механизмы, инструменты противодействия демпингу. И вообще недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний. И в нашем законодательстве тоже есть такие механизмы. Они прописаны в законе о таможенном тарифе. Мы можем использовать соответствующие меры в рамках
компенсационных, антидемпинговых пошлин, специальных пошлин в отношении товара. Сфера услуг у нас с правовой точки зрения не детализирована. Но с другой стороны, у нас сфера услуг с Российской Федерацией тоже у нас нет с Российской Федерацией по сфере услуг какого-либо торгово-политического режима. У нас есть режим по товарам. То есть все товары, которые с Российской Федерации в Абхазию ввозятся, они у нас беспошлиные, и наши товары к ним беспошлиные, у нас вот этот режим присутствует, а по сфере услуг у нас ничего никак не отрегулировано. Это первое. И мы, как бы, в этом плане у нас развязаны руки, мы можем действовать. Если мы докажем факт демпинга, хотя вот, я со Стиком согласен, это не совсем, то, что сейчас происходит на рынке туроператора, это не совсем демпинг, это маркетинговый ход, и это просто ихняя политика в условиях ценообразования. Крупный капитал, как правило, имеет возможность влиять на цену. Он может реализовывать в определенные периоды времени свои товары, продукты, услуги с более низкой ценой, чем рыночная. Это достигается за счет эффекта масштаба. У них больше возможностей, больше ресурсов, и за счет этого они могут влиять на цену. Маленькие домохозяйки, Гостевые дома. Да, таких возможностей у них, к сожалению, нет. Поэтому им конкурировать сложно. И вообще в мировой практике, если мы кого-то обвиняем в демпинге, принято так, но в рамках взаимоотношений Всемирной торговой организации, там такая процедура существует. Там проводят расследование, там приглашают профильные министерства, например, у нас Министерство экономики, Министерство туризма, приглашают специалистов с определенной стороны, и вместе первое, они подтверждают факт демпинга, он есть или его нету, это первое, что нужно сделать. И если его подтвердили, что он присутствует, то нужно оценить ущерб. И с учетом оценки ущерба уже вырабатываются совместные меры воздействия на ситуацию. Если мы в одностороннем порядке начнем применять меры, неважно в отношении российского демпинга или какого-то другого, с точки зрения торговой практики, это может быть воспринято как дискриминация иностранных предпринимателей на территории нашей страны. Вот. Еще что очень важно, к сожалению, у нас вот эта политика защиты отечественного рынка, это же не только туристическая сфера. У нас, кстати, очень сложная ситуация в аграрном секторе. У нас аграрный сектор тоже никак не защищен от, будем говорить, русского аграрного рынка. У нас аграрный импорт чрезвычайно большой. Многие культуры, которые могут, например, в Абхазии выращиваться без проблем, которые всегда традиционно в Абхазии выращивались, теперь завозятся из юга России. У нас с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности это катастрофическая ситуация. И в этом плане у нас, к сожалению, экономическая политика никогда не реализовывалась, неважно этим правительством или предыдущими, никогда этого не было. И в связи с возникновением вот этой проблемы, что важно? Важно, чтобы государство имело вообще представление, какую экономику она создает, какие отрасли являются жизненно важными для нее, какие механизмы необходимы для того, чтобы защитить эти отрасли от иностранного влияния, негативного иностранного влияния. Это чаще всего влияние в масштабах и количестве, которое создает угрозу экономической безопасности государства. Это имеет принципиально важное значение не только в сфере туризма и в сфере производства товаров. У нас производство, например, минеральной воды у нас вынуждено конкурировать с иностранной минеральной водой, которая в Абхазию тоже ввозится. Аграрный сектор. У нас вообще остальные даже сферы производства, которые потенциально могут возникнуть, они у нас никогда не возникнут, если мы не будем защищать свой внутренний рынок. И в этом плане вот эта ситуация, она должна побудить экономические власти нашей страны, которые сегодня находятся у руля, чтобы они разработали какую-то концепцию, чтобы было понимание и какие-то механизмы необходимо реализовывать, чтобы эту безопасность обеспечивать. Вот что я хотел сказать по поводу демпинга. Да. Спасибо. Мне кажется, вот и то, что говорил Ахра, есть опыт позитивно других стран, когда какие-то территории берутся под охрану. Ну, например, если мы говорим
природоохранная зона и так далее. Да? Вот здесь хороший пример. Коста-Рика выделила 50% территории под экотуризм. У них 50% находится под охраной. И это могут быть в нашем случае рощи, горы и так далее. Священные рощи. Да. То есть несколько способов может быть, как можно выходить из таких ситуаций. Тогда вторую часть вопроса, раз уже Тенгиз передал тебе, Ливан, поговорим немного о брендинге страны. Вот как раз может быть и с учетом того, что и говорил Ахр. Я бы начал с самой знаменитой легендой, связанной с Кавказом. Это легенда о Ясоне и Медее, да, когда греки приехали за золотым руном. Да. Вот образ золотого руна, я думаю, очень можно сегодня сопоставить именно с Абхазией, что Абхазия обладает неким золотым руном, неким богатством, которое оно не может скрыть от другого человечества, от всего человечества. Оно должно это богатством поделиться, чтобы все могли, весь мир, все человечество могло приобщиться к этому золотому руну. Если мы попытаемся его спрятать, то у нас его украдут, условно говоря. То есть вот смысл, да, этой знаменитой легенды заключается в том, что мы, обладая на самом деле таким богатством уникальным, да, и подтверждение моих слов, наверное, это и наше традиционное долголетие. То есть Абхазия такой уникальный климатический край, где люди, значит, питаясь теми продуктами, которые они производят, дыша нашим воздухом, значит, купаясь в нашем море, посещая регулярно горы, создают, то есть это, вот эти все условия приводят к тому, что человек очень долго может жить. То есть вот естественно, вот говоря о брендинге, наверное, первым долгом надо продвигать вот это, что мы не просто страна, где надо посетить только море. Да? У нас туризм, он сугубо связан, наверное, с градусом моря. Вот как градус моря поднимается, так начинается волна туризма. И эта волна туризма потом пик в самое теплое время, и потом она уходит на нет. Значит, к чему я говорю? К тому, что, наверное, надо расширять. Не наверное, а и в советское время тоже об этом задумывались. Вот, моя мама работала в институте курортологии, который изучал институт курортологии изучал все наши природные зоны для того, чтобы, значит, это и минеральные воды, и грязи, и лечение, и так далее, и так далее. То есть в Абхазии климатические условия такие, что здоровье можно поправлять круглый год здесь. Это говорит о том, что не надо привязываться только к морю и туризму морскому. Надо расширять вот эту сферу. И на самом деле мировой тренд сегодня это здоровье. Да, в здоровье люди вкладывают очень много сегодня денег. И на здоровье люди тратят очень большие деньги. И поэтому расширение и такого оригинального предложения, да, если в маркетинге мы говорим о брендинге, то самое главное это оригинальное предложение, которое в основе маркетинга должно быть. Оно у нас есть. Только мы как бы свалились, что ли, в самую легкую, так скажем, сферу. Вот приняли, как Астамур говорил, да, в течение 100-150 дней мы принимаем отдыхающих, и потом, значит, остального у нас ничего нет. Хотя
нам надо развивать именно все направления, которые, как мы говорили, связаны с межсезоньем, связаны с горными туризмом, да, потому что горы у нас совершенно не освоены, а это особое богатство Абхазии. Этнотуризм, экотуризм. И все эти, кстати, историко-культурный туризм, все, там есть направление гастротуризм. Это все равно они комбинируются. Комбинируются, да, и они должны быть представлены. И здесь, наверное, самое важное, то регулирование и участие государства, наверное, вот разработка вот такой концепции бренда страны, это задача государства. Не в плане того, что оно должно выделить на это бюджетные деньги, и профессионалы должны, маркетологи должны заниматься этим вопросом, да. И мы помним, да, даже на российском телевидении мы помним рекламу Турции, рекламу Кипра, где рекламируют страну, да. И человек, видя эту рекламу, понимает, что, значит, и кто финансирует это. Всегда пишут. Сейчас уже самая эффективная реклама — это интернет. Да, ну я сейчас говорю о том, что мы видели, кто финансирует. Тоже есть, да. Министерство туризма Кипра, Министерство туризма там Турции. То есть это государственная задача, которая лежит перед нашим государством, первое. Второе, мы все-таки здесь вот этот аспект регулирования тоже не оговорили о том, что вот я помню Ментимир Шаймиев, когда еще в 90-е годы такую теорию о тройном, четверном обороте денег говорил в республике, когда республика зарабатывает деньги на нефти, как она должна тратить эти деньги, да, то есть она должна, вот условно говоря, сегодня турист приезжает с деньгами, он оставляет деньги ательеру, да, ательер заказывает еду, например, условно говоря, мясо, молочную продукцию, он уже второй оборот дает деньги фермерам. Фермер, который выращивает там продукцию, ему нужны удобрения. Он уже третий раз дает, третий оборот, дает деньги тех, кто занимается удобрением. Четвертый, да, уже оборот тогда, когда тот, кто занимается удобрением, значит, финансирует, условно говоря, уже эти деньги идут на социальные нужды. Вот несколько оборотов, когда деньги проходят, у нас же в нашей ситуации все крупные компании, у которых все включено, они все закупают вне территории Абхазии. К сожалению, сегодня это импорт. Все закупают вне территории, ни у кого, то есть это, мне кажется, даже государственное регулирование легко решается. Принимается постановление, где обязываются покупать хотя бы сначала 50% у местных производителей, вот обязать их просто. Это не рыночная мера. Слушай, есть другие меры. Не, почему не рыночная? Очень даже рыночная. Если будет национальный производитель, честно скажу, Да. Не будет. Не, ну, конечно, я согласен с вами Не будет. с какой-то частью, потому что то, о чем вы говорите, я соглашаюсь. Ну, смотрите, то, о чем он говорит. Если реально туристу хочется, гостю, так будем говорить, то приехал постояльцу, хочется здесь попробовать национальные продукты. Те же национальные фрукты, которые здесь есть. Зачастую, конечно, у нас получается дороже то, что мы производим. Но иногда они говорят, даже те же продукты, которые они покупают у себя, они говорят, почему у нас дешевле, у вас дороже. Ну, как бы мы ни говорили, только с логистикой мы связываем, там, это не одна проблема. К сожалению, и плотность населения тоже здесь играет роль. Ну, если мы возьмем, я извиняюсь, перебил вас, если мы возьмем ту же буренку, там, молоко, да, срок хранения молочной продукции очень короткая. Там, столько завезешь, там, если не реализуешь, то есть или сроки соблюдать надо.
А вот, допустим, если у нас порядка, сейчас абстрактно буду говорить, 100 рублей стоит, да, у них там где-то 80 рублей. Они говорят, почему у вас дороже? Вы же там та или иная страна, они да, тоже о нас думают очень хорошо многие гости. Но реально вот то, о чем он говорит, если будут, сегодня, вот сейчас смотрите, я извиняюсь, молодые ребята начали делать сухофрукты вот эти, да, я просто с ними общаюсь, со многими, которые делают. Очень, кстати, вкусно. Они говорят, что у нас продукции нету. Спрос есть, а продукции нету. Ну, сейчас, нет, получается, да, из чего мы готовить? вот тоже слушания устраивали по сельскохозяйственному, да, по направлению. Олег Я извиняюсь, вот ты сейчас пример приводил по поводу того, как работают, значит, туроператоры. Да. Вот они приходят в гостиницу, если там у него каких-то денег нету, они, денег, подожди, я извиняюсь, да. Они платят деньги наперед, расширяют, то есть Конечно. гостиничный бизнес развивается с помощью вот этих вливаний денежных. А здесь мы, условно говоря, да, есть там помидоры, огурцы там нашего производства, есть люди, которые хотят развивать там фермерское хозяйство, у них нету денег, кредиты они не получают, контракты они не имеют. И те, значит, ательеры, которые могли бы у них закупить, они их, значит, в них Просто не не вкладывают, видят, да. они их не вкладывают в них. Да, я с вами согласен. Да. Министр туризма и министр сельского хозяйства, они должны в тандеме работать. Да, я к чему говорю? От того, что я вас уверяю, если их обязать, что вот продукцию, как и по поводу размещения, так скажем, рабочей силы, да, вот обязать, чтобы местные кадры в управлении гостиниц, как мы знаем, практически... У нас там тоже есть проблемы. Да, Сегодня... гостиничные единицы работают, да, то есть тогда ательеры вынуждены будут заранее финансировать, готовить кадры, вкладываться, понимаешь? То есть они вымывают. Здесь что получается? Вот гостиница. Значит, они продали все, значит, путевки отдали. Путевки продаются за пределами Абхазии. Деньги даже сюда не попадают. Значит, питание, все, которое обеспечивает туроператор, тоже покупается в России. И тоже из этих денег. Деньги даже вообще в Абхазию не послали. Даже вот этого оборота денежного через Абхазию не происходит. То есть здесь деньги не остаются. Ну, это не все организации. Я и говорю, то есть не все. Те, кто закупаются в Абхазии, те, кто развивают внутренний рынок, то есть развитие внутреннего рынка, это обязательство тех... Ну, то, что он говорил про продовольственное, то, что... Конечно. На самом деле, мы когда планируем, допустим, да, вот сколько-то гостей приедут, вот здесь мы говорили даже, что туроператоры, ательеры, поверьте мне, ательеры меньше всех проиграют на данном рынке в сложившихся ситуациях. То, о чем вы говорите, мультипликативный эффект, вы об этом говорите. Конечно. Как раз руководители муниципалитетов, они должны быть заинтересованы. Ну, то есть Все органы, эти объекты и субъекты, да, которые сзади управляют, находятся на территориальном муниципальных районах. Это непосредственно наши налоги и доходы населения. То, о чем мы говорите сейчас. Конечно. Да. Вот здесь и получается, допустим, если мы говорим даже вот сейчас о так называемом демпинге, честно сказать, я смотрел, вроде бы изучал тоже для себя, но, честно сказать, те цифры, которые они озвучивают, и это тоже импульс не дал. Даже те цены, которые были через туроператора определенного спустили, но этих лиц мы не увидели практически. Хотя многие мне говорили, вот наши отели пустуют, а вот их отели там, допустим, 100% загрузка. Я говорю, ребята, вы 100% загрузку видели бы. Это не складируемый товар, турист не складируемый товар. Турист, если приехал, он выйдет на улицу,
Как бы там мы ни говорили, бы там все включено, все сделано. Мы сами тоже в тех или иных странах бывали. Мы тоже, когда в отеле там Губцов, питаемся, мы хотим попробовать национальную какую-то кухню, национальные какие-то фрукты, хотим какие-то достопримечательности посетить. А почему национальную кухню не сделать в самом отеле? Ну, там может... Нет, почему отель не предусматривает смотрите, национальную кухню тоже? Но это вообще, ну, Про как бы... национальную кухню, Конечно, про национальную кухню. много кухонь. Конечно, национальную в кухню, Турции, про в национальную Турции, кухню. например, или в Греции, Сейчас я или скажу. извини, то есть, понимаешь, мы как бы вот ательеров, ательеры у нас, значит, в привилегированной ситуации, они не влияют, Ну, как есть бы, сегодня да. инструкционные программы, так частично, которые Да, мы то есть, говорим, ну, гастрономический, я еще раз да, говорю, да. Значит, ательеров можно регулировать с помощью государства. Это юридические лица, Мы же не находящиеся... можем, все на ательеров замкнуть не можем. У них чуть-чуть охват, отельный бизнес тоже чуть надо окунуться на самом деле. У нас сегодня Извини. первые азы отельного бизнеса идет. А если на самом деле все функции отельного бизнеса, которые мы должны видеть, на самом деле, вот такие как Редисон, Марриотт, там вот эти международные брендовые, да, отели, которые есть. Честно сказать, мы к ним пока даже не приблизились, к этим. Ну, мы не признанная страна. Нет, дело не признание, дело не признание. Здесь на самом деле конечно. кропотливая работа нужна, и нужно на самом деле опыт и знания набирать, и реально надо идти. Мы чуть-чуть в переходном периоде находимся. А то, о чем вы говорите, на самом деле, смотрите, если сегодня у нас есть реестр сельхозпроизводителей, там, скажем, да, малые какие-то фермерские хозяйства, там эти, то даже не надо там в Турцию ездить, в Египет, там, Грецию. Зачем это нам делать? У нас, слава богу, есть партнеры, есть соседи. Вот здесь они в Сочи, если даже это нету, можно в Геленджик поехать в летние дни, допустим, с пятницы, там по воскресенье. Есть специально вот эти машины такие, ну, как в виде газели, такие с рефрижераторы маленькие такие. Они организовывают ярмарку на определенной площадке. Там и туристы приходят, и местные жители приходят, там покупают. Я лично сам посещал, как-то в качестве гостя был и увидел, там мне мясная какая-то продукция понравилась, там какую-то другую продукцию попробовать. Это можно, это вопрос организации. А сейчас именно сказать, что такой-то ресторан национальный, да, в курорте Пицунде, когда я был заместителем, тоже вот Ахрат подчеркивал здесь, как-то в курорте Пицунды тоже один день якобы меню абхазского такого. Сейчас, честно сказать, есть такие программы. В селе Дурипш, там в 2 семьях это уже организовывается. В Восточной Абхазии девушка начинала, там якобы абхазская свадьба, там имитация абхазской свадьбы или что-то такое. Там, ну, не знаю, продолжать эту программу, не слежу. Ну, другие какие-то площадки появляются. А вот, если честно сказать, сельхозпродукция, это нужно. Даже сейчас примеры приведу. Вот региональные, допустим, ведомства, так скажем, в Российской Федерации, там областные какие-то там ведомства, они имеют свою гостиницу в центре Москвы, допустим. Вот, они имеют уголок, там, где Понятно. непосредственно то, что производит или представляет, как презентационно. Туризм об этом. экспортоориентированная отрасль. Это считается внутренний экспорт. Да? Он относится вообще в мировой Мы практике. с вами экспортируем. Да, Потому что наши рекреационные ресурсы, они приезжают, например, берут. условно уезжают, да. говоря, там произвести продукцию сельскохозяйственную, вывести его на территорию России и продать, это большие проблемы, да? Начиная от бумаг, заканчивая конкуренцией, о которой мы говорим. Значит, мы привозим сюда туриста, который может здесь приобрести нашу продукцию, но не создаем его никаких условий. Тот, кто должен обеспечить их, вот мы сейчас можем говорить, кто должен обеспечить, значит, государство должно создать такие условия, по которым, значит, местное производство будет развиваться. Это государственная политика. Правильно. Да. Да, то есть площадок, 2 миллиона человек приезжают в Абхазию. Это за год. Да, За год. подожди, я извиняюсь, за год 2 миллиона человек,
А так, И, подожди, ежедневное пребывание? секунду, я понял. Кушают здесь бразильское мясо, там яблоки там откуда-то, Кубанский еще край, и, там это, всё, да. и так далее, и так далее. То есть 2 миллиона человек не потребляют какую-то мелочь из того. То есть мы эту отрасль просто, значит, отдали на откуп. Это так не должно быть. Кому-то хочется, да, из-за того, что себестоимость, он говорит, низкая, мне надо больше заработать, я буду покупать. Кстати, и по качеству тоже. Мы же знаем, что за по качеству продукцию завозят в Абхазию. Они низкое качество и так далее, но это никого не волнует. То есть государственная политика, она должна заключаться в том, чтобы, все согласны, да, что чтобы программа регулировать. должна быть, да. И еще один момент я хотел Сейчас сказать. же у нас один вице-премьер курирует Министерство сельского хозяйства и Министерство туризма. Да. Как раз у него задача стоит. То есть Я прошу прощения, мы уже больше почти полутора часов в эфире. один момент еще я Тезисы хотел бы, будем завершать. я один еще хотел момент добавить, о чем говорил Ахра, о том, что как ментально нам близко вот это вот, так скажем, вот это направление, да, туризм, значит, принимать гостей. Асасткалара, да. Я считаю, что здесь краеугольный камень, это когда гостей принимает хозяин. Здесь очень важно, чтобы собственникам отелей, собственникам тех заведений, которые принимают гости, должны быть местные население, граждане Абхазии. Тогда восприятие гостеприимства совершенно другое в нашем ментальной среде. И это еще раз подчеркивает, насколько важен малый и средний бизнес, в котором почти там на 80% владеют граждане Абхазии. И в этом заключается здесь как раз таки вот этого противоречия нету. Когда там, условно говоря, какие-то крупные компании будут нанимать, а мы знаем, что фактически в эти крупные компании мало пойдет местного населения, и они не будут воспринимать эту ситуацию как принимать гостей, как у себя дома. То есть и для нашего менталитета, и для развития нашей экономики, и для улучшения этой отрасли очень важно, что собственниками оставались граждане Абхазии. И для этого государство также должно регулировать и даже датировать в каких-то случаях, если когда разоряются там неудачный год или там в зависимости от того, что происходит на этом рынке, то есть принципиально важно сохранить собственников граждан Абхазии. Это, я думаю, краеугольный камень. Тогда вот эти, о чем говорил Ахра, вот этих противоречий в менталитете, когда человек принимает гостя и все создает для него условия, а так и должно быть, да, мы сегодня должны создать все условия, доброжелательно встречать наших гостей и создавать им все условия. Спасибо за разговор. На самом деле мы понимали, что тема очень большая, обширная, и здесь в рамках одной беседы это невозможно все охватить. Какие-то важные тезисы мы озвучили, и, наверное, самый главный тезис, то, что считалось, что демпинг это какая-то большая проблема, это просто верхушка айсберга, которая позволяет посмотреть вовнутрь, вглубь самой сути этой вообще сферы. Вот сегодня мы через призму демпинга начали наше обсуждение. Я думаю, что очень какие-то ключевые вещи прозвучали. Я хочу вас поблагодарить еще раз за участие в беседе. Мы будем дальше продолжать эту тему тоже обсуждать.
Подписывайтесь на Апснахабар, ставьте лайки, комментарии. А завтра я уезжаю в горы, ни в какую Турцию, а в Зирос.